Эти фотографии и кинокадры– история Кыргызстана и его народа. Знакомые по фильмам и увиденные впервые исторические и бытовые, разных жанров и эпох, сохранившие для потомков образ и дух ушедших времен и сами ставшие историей. И всего этого и многого другого мы и те, кто интересуется нами, никогда бы не увидели, не услышали и не узнали, если бы 98 лет назад областной исполнительный комитет Кыргызской автономной области не принял постановление об организации архивного дела в Кыргызстане. Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Калыкова Аяна, и сегодня мы поговорим о том, как изменились архивы с течением времени, о их значении и роли в современном обществе. Архивы вчера – это ценные хранилища истории Кыргызстана, без которых трудно представить себе сохранение нашего культурного и исторического наследия. В прошлом кыргызские архивы играли важную роль в документации важных событий, охватывая как государственные, так и частные аспекты жизни. Основными материалами, хранящимися в архивах Кыргызстана, были рукописи, официальные документы, письма, фотографии и карты. Эти документы отражали политическую, экономическую и социальную жизнь общества. Процесс хранения был сложен и трудоемок, требовал особого внимания к условиям окружающей среды, чтобы избежать порчи документов. Методы хранения документов включали в себя использование специальных коробок, папок и стеллажей. Обеспечивалась постоянная температура и влажность, чтобы предотвратить повреждение бумаг и фотографий. Архивисты тщательно следили за состоянием материалов, проводили реставрационные работы и осуществляли регулярные проверки. Взаимодействие с общественностью и исследователями в прошлом было строго регламентировано. Доступ к архивам получали только те, кто мог доказать необходимость работы с конкретными документами. Для этого нужно было подать официальные запросы и ожидать разрешения. Архивы не только сохраняли, но и систематизировали материалы, создавая каталоги и инвентарные описи. Это значительно облегчало поиск нужной информации. Работа архивистов была непростой, требовала терпения и внимательности. История кыргызских архивов – это история нашего народа и государства, благодаря которой мы можем изучать прошлое, извлекать уроки и сохранять знания для будущих поколений. Современные технологии позволяют хранить информацию более эффективно. Сегодня архивы стали цифровыми. Благодаря современным технологиям архивы переходят на новый уровень, обеспечивая безопасность и долговечность данных. Оцифровка документов позволяет значительно сократить физическое пространство для хранения, ускоряя процесс поиска и анализа информации. Важно отметить, что цифровизация открывает новые возможности для исследователей, позволяя им работать с архивами удаленно и эффективно. Это шаг вперед к более организационному доступному хранению нашего исторического наследия. Современные архивы страны сохраняют культурное и историческое наследие в цифровом формате, что обеспечивает их доступность и сохранность на долгие годы. Национальный архив республики активно работает над цифровизацией своего фонда. В Кыргызстане архивная служба находится под управлением Министерства цифрового развития. Это позволяет значительно ускорить процесс цифровизации и внедрения новых технологий. Современные архивы хранятся в серверных комнатах с оптимальными условиями для сохранения данных. Современные кыргызские архивы внедряют новые технологии для улучшения хранения и доступа к документам. Одним из ключевых элементов является серверная комната. В серверной хранятся мощные компьютеры и серверы, обеспечивающие цифровизацию и сохранность данных. Эти серверы поддерживают базу данных, систему архивирования и резервного копирования. Серверная комната оборудована системами охлаждения и безопасности для защиты оборудования и данных. Благодаря этим технологиям доступ к архивным материалам стал быстрее и удобнее. В кыргызских архивах значительно улучшены условия труда для сотрудников. Рабочие места оснащены современной техникой и эргономичной мебелью. Это позволяет архивистам эффективно и комфортно выполнять свои задачи. Системы кондиционирования и вентиляции обеспечивают оптимальные условия для работы сотрудников. Благодаря этим улучшениям архивисты могут сосредоточиться на сохранении и обработке важных исторических материалов.
Одним из значимых достижений является возможность подачи архивных запросов через государственный портал электронных услуг Түндүк. Теперь вы можете легко отправить заявку через браузер на своем телефоне, компьютере или планшете. Это делает процесс запроса архивных документов гораздо удобнее и позволяет просто и быстро отслеживать статус ваших заявок. Кроме того, архивная служба планирует разработку автоматизированной информационной системы. Техническое задание на эту систему уже утверждено, и проект находится на стадии финансирования. В будущем эта система позволит получать архивные услуги онлайн. Вы можете запрашивать документы, получать справки и выполнять множество других операций через интернет, не выходя из дома. С внедрением в государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики автоматизированной информационной системы электронного документооборота стало очевидным осуществлением документооборота в электронном формате. Создание и оборот электронных документов не вызывает серьезных вопросов, в отличие от их хранения. С учетом этого в системе электронного документооборота были реализованы модули на основании электронной номенклатуры дел, разработанной архивной службой. Многие из перечисленных документов имеют сроки хранения постоянно 10 лет и более. Поэтому именно в электронной номенклатуре дел фиксируется срок хранения документов, который дает основание для архивного хранения, а в дальнейшем уничтожения документов. Электронная номенклатура дел – это систематизированный перечень документов, заводимых в учреждении с указанием сроков их хранения. В 2023 году Кыргызстан достиг важного достижения в развитии архивной инфраструктуры, построив 5 новых архивов за один год. Эти архивы были возведены в Араванском, Аксыйском, Балакчинском, Тонском и Джунгальском районах и предназначены для надежного хранения исторических данных. Они помогают сохранять и систематизировать важные документы, что облегчает доступ к ним для местных жителей и исследователей. Новые архивы способствуют улучшению управления информацией и обеспечивают более эффективное хранение документов, что положительно влияет на работу с архивными материалами в разных уголках страны. В 2024 году продолжается активное развитие архивной инфраструктуры Кыргызстана. На стадии строительства находится 4 новых архива. Бакаятинский районный архив станет современным центром хранения и обработки документов, обеспечивая доступ к важным данным на уровне района. Таласский городской архив будет основным хранилищем исторических и административных документов региона, играя значительную роль в сохранении и передаче культурного наследия будущим поколениям. Кокджангакский городской архив станет важным центром хранения исторических данных города, предоставляя доступ к центрам архивных материалов для научных исследований и общественных нужд. Сузакский районный архив предназначен для долгосрочного хранения и управления документами, улучшая их доступность для будущих поколений. Кроме того, продолжается строительство нового здания городского государственного архива, который заменит старое сооружение, построенное в 1958 году. Сметная стоимость проекта составляет более 117 миллионов сомов. На данный момент фундамент первого этажа уже завершен, и работы по строительству идут в активной фазе. Ожидается, что новое здание будет готово и введено в эксплуатацию в апреле 2025 года. Этот проект направлен на улучшение условий хранения и управления архивными документами, что обеспечит более современное и эффективное использование ресурсов архива. Также планируется добавление нового корпуса на территории Центрального государственного архива Кыргызской Республики. Проект, разработанный студией Archivision, включает строительство трехэтажного здания площадью 1200 квадратных метров. Это расширение позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить условия для сотрудников архива, обеспечив больше пространства для эффективности выполнения их задач, улучшению организации, рабочих процессов и повышению общего комфорта в архиве. В заключении можно сказать, что улучшенные условия труда в кыргызских архивах играют важную роль в сохранении нашего культурного и исторического наследия. Современные технологии и комфортные рабочие места позволяют архивистам выполнять свои задачи с максимальной эффективностью и комфортом. Современное оборудование, системы автоматизации, эргономичная мебель, а также системы кондиционирования и вентиляции обеспечивают оптимальные условия для работы и хранения документов. Эти улучшения не только повышают продуктивность сотрудников, но и способствуют долгосрочному хранению важных исторических материалов.
Мы гордимся тем, что можем сохранять и передавать нашу историю будущим поколениям, обеспечивая надежное хранение и доступ к важным документам. Улучшенные условия труда в кыргызских архивах позволяют нам более эффективно сохранять наше наследие и предоставлять его для исследования и использования общественностью.